Я успел съездить в Бахмутскую мясорубку. Вообще на Бахмуте сидели более опытные из нас ребята, но случилась одна беда. Тогда в пункт управления, где они находились, прилетела ракета. Прилет! Я начал собираться, начал настраиваться. Вот. Ну, я ехал не один, правда. Со мной был один там опытный медик, который уже был в боевых ситуациях. Но тем не менее. Первая поездка, и мы попадаем под танковый обстрел. То есть вот просто мы выехали, мы застряли там. Значит, нам там говорят, нужно прятаться по окопам. Только мы залазим в окоп, по нам начинает танк стрелять. И я такой сижу, и такие осколки стучат вокруг окопа. И я такой... Основные хобби у меня, ну, я могу сразу перечислить два. Первое – это путешествие, второе – это фотография. Говоря про путешествия, я могу сказать, что, в принципе, тут с этим проблем, ну, уж точно нет. То есть, потому что, ну, ты на войне все время куда-то едешь. Вот куда-то едешь, смотришь какие-то места, пусть и, конечно, в их самом плачевном виде порой, но... это в своем роде тоже путешествие. Ну и плюс тут, когда приезжаешь, там дают тебе увал, ты едешь там, смотришь там Украину, то есть с этим вообще вопросов нет. А вот с фотографией тут вопрос посложнее. Я вообще до этого несколько лет фотографировал, не то что профессионально, скорее для себя, но ходил там, с техникой, то есть выискивал там моменты, кадры, там это все обрабатывал, выкладывал там в сообщество. Вот, но просто когда приехал, пришлось временно, так скажем, это поставить на паузу. Так, это броневик, и не простой, а медицинский. Раньше это была инкассаторская машина, которую нам передали в качестве бронемашины, и сейчас мы ее используем для того, чтобы посылать на эвакуацию людей в те места, в которые мы не можем отправить обычные медэваки. То есть там, где обстрелы, там, где может быть серьезный контакт, птуры, там ракеты противотанковые управляемые и все такое. Теперь посмотрим на комплектацию машины в плане медицины. Вот с левой стороны у нас находится стенка материалов, с помощью которой можно оказать помощь по остановке кровотечения, по работе проблем с дыханием и дыхательной системой, установкой катетеров и систем. И вон там мы видим дальше в глубине у нас находится ампульница с лекарствами, шкафчик с лекарствами, ампульница, кислородный баллон, значит, термогрелка для инфузий и аппарат для мониторинга жизненных показателей пациента. Так что, как мы можем видеть, здесь машина оборудована достаточно хорошо. То есть это и не медэвак, который прям вот реанимобиль на колесах, то есть стаб-пункт на колесах. Но в то же время это не просто какая-нибудь там броня, в которую там, дай бог, наложили турникет, кинули раненого и погнали. Ці вирішив ти вже для себе, у якое менавіта подразделение полка ты бы хотел трапить? Я собираюсь пойти в медицинское подразделение, скорее всего, медэвак. У меня была возможность выбрать направление, которое больше соответствует тому, чем я занимался раньше. Но я решил, что как бы почему бы не попробовать новое. Как бы это ни звучало, война – время возможностей. И это вот первая причина. А вторая причина – это то, что вот если все там будут где-то движевать там на нуле, там, заниматься тем, этим, то кто будет заниматься как бы вот этой всей остальной частью работы. Вот. Ну и в-третьих, хочу сказать, что во время моего пребывания в учебке у нас находилось очень много медиков, и они там рассказывали, как они работают, показывали, что они делают, и я, в принципе, понял, что
стоит попробовать. Ну и, в принципе, я об этом выборе не сожалею. Прибывает машина на место эвакуации раненого. Первым делом, что нужно сделать с раненым, это его погрузить. Итак, нас ждут здесь замечательные носилки. Оп. Раненого сюда положили, как-то вот зафиксировали. И затем нашей задачей является погрузить его обратно. Так, зажимаем. Оп. И поехали. Ну и в качестве финального штриха мы поднимаем вот эту штуку, чтобы он не елозил в бок. Оп. Вперед. Вот это. Оп. И, соответственно, двери нашей машинки закрываются. Медик залазит сюда, и она отправляется в путь. Дальнейшее уже оказание помощи происходит в пути. Прежде чем сюда приехать, я для себя составил определенный список целей, которые я должен тут достичь. Это как и моменты личностного, профессионального и политического характера. Скажу сразу, белорусский вопрос там тоже есть, но он отодвинут на данный момент несколько подальше. Потому что я понимаю, что если я не реализую все остальные пункты, то мое участие вот в решении этого вопроса, оно будет несколько бесполезным. Но после того, как я получил визу, я отправился в Польшу. Там несколько дней подождал, и затем меня ребята вместе с группой отправили в учебную роту. Сложно было там всем, но если у тебя достаточно хорошая мотивация, и плюс, наверное, мне еще помогало то, что для меня это все новое, абсолютно в новинку, и мной еще играло любопытство, я там держался. То есть, да, были моменты, когда хотелось там сказать: да ёпарас, это я точно не выдержу, все, ну его нафиг. Потом проходит пару часов, ты там уже сидишь, отдохнувший, сходил в душ, все дела, и ты такой: ну все, можем продолжать дальше. Самое трудное, мне кажется, это было не какие-то упражнения, не какие-то там физические испытания, а скорее как бы встраивание в коллектив. Потому что люди здесь собираются достаточно разношерстные, разных взглядов, и, по сути, на несколько недель ты как бы вынужден с ними вот вариться в одном соку и как бы пытаться найти в них положительные стороны, как бы терпеть их негативные стороны, потому что ты понимаешь, что типа, ну, без этого все просто развалится и ничего не получится. И это, в принципе, очень помогает сейчас, потому что когда ты уже реально на задачах, то там большинство времени это не там взрывы, не обстрелы, не перестрелки, не какие-то там погони. Это вот большинство времени быт и налаживание контактов с людьми. Все, полетели. Было дело в Бахмуте, и когда у нас затрехсотился один наш боец, и моей задачей было прийти и посмотреть его там на одну из позиций. И тогда, чтобы меня туда отвезти, пришел мышь, которого, к сожалению, сейчас уже нет, и повел меня туда. Ну, хочу сказать, там говорили про ранение, то, что там вообще все ужасно, все серьезно, там массивное кровотечение, там так далее. А потом, значит, сижу я, жду этого раненого, и тут он резко заходит с шутками, прибаутками, начинаю его осматривать, а оказывается, что, ну, у него не все настолько плохо. То есть, да, ранение было крайне неприятное, но не настолько серьезно. И там еще была одна забавная ситуация. Скорее всего, просто в первый момент он не чувствовал очень сильно боли, и поэтому я ему дал стандартный там набор обезболивающих средств, но вообще я имел у себя на уме, что стоит ему дать что-то более сильное. Он говорит: нет, я перетерплю. В итоге потом, когда он уже приехал в госпиталь, как бы говорится, лучше бы он меня послушался. Больше всего на войне мне не хватает двух вещей. Первое – это музыка, второе – это сна.
Вот. Про музыку могу сказать, что она имеет достаточно успокаивающий, расслабляющий эффект, и было бы неплохо иметь возможность ее слушать, но по очевидным причинам, что там постоянно нужно следить за ситуацией, особенно ушами, ты там особо так ничего не послушаешь. Ну, а про сон, я думаю, объяснять не надо. Там то его нет, то его мало, то он некачественный, то прерывистый. В общем, по итогу, когда приезжаешь с боевых, начинаешь там отсыпаться на лет 50 вперед. Бабна! Права сторона! Права сторона! Бахмут. 15 мая. Я и еще один медик заходим в город пешочком. И поэтому мы не могли с собой взять всех вещей. Часть вещей нам принесла потом группа «Пятерки». И в этой группе был один парамедик группы, который принес мой спальник и часть медицины. Ну, мы там с ним поздоровались, и он, когда мне дает этот спальник, ну, мы там начинаем, типа, болтать, он говорит, что, ой, было так тяжело его нести, потому что там еще была часть медицины, и он как бы шутит, что я за него еще ему 500 гривен должен буду. На следующий день он погиб. Так что 500 гривен отдавать оказалось некому. Спальник, он там так и остался. Единственное, может, чтобы я бы сказал, что хотел бы поменять, это то, что время моего приезда сюда. То есть хотелось бы оказаться здесь намного раньше. Свое подразделение я, конечно же, хвалю. Оно у нас одно из самых лучших. Адекватные, хорошие ребята, отличный командир. Все профессионалы своего дела, насколько это возможно. И как бы вот мое нахождение здесь, длительное мое нахождение здесь, оно меня преобразует как человека в того, кто уже сможет прийти там в Беларусь и что-то решать.